Абзирашимас азил хопшса. Яцахзуит айбашра ясгу архив дыратыраква рейтербара. Зикив шипшин вивяю, пшин вивяха шукскверзы, апсна ицоз айбашри яскна, акампа документал фильмква, аперзахен урыстбылапи а журналистша. Уртыркна дара рчазырхун, апснижлар зтагылас айбашра, объективла арпшра, и жапырчун мыцла ибыргыз, акыртуа массов информация ахархвагаква, и раччахун азгуан гара арт низхус урыстбыла ахункарат чинуа. Уже еще дагалует, арчера пилазара вертикаль иш наказ хахтакрыла ищу кулу, а дыратара на войне как на войне. Грянул выстрел в тишине, взвил воронью стаю. На войне, как на войне, иногда стреляют. Гимнастерка на спине расцвела вдруг бура. На войне, как на войне, не все пули дуры. Пой, голос не жалей, он голос-то живой. Встань, милая, с колен, спой, милая, мне спой. На побеленной стене белые халаты. На войне, как на войне, миг до медсанбата. Отпиши моей жене писемецо, сестрица. На войне, как на войне, пой, голос не жалей, он голос-то живой. Встань, милая, с колен, спой, милая, мне спой. Отпиши, что я за ней и в огонь, и в воду. Ведь на войне, как на войне, 10 дней за годы. Вспоминаю я коней, лошадей колхозных. На войне, как на войне, не все слезы слезы. Пой, голос не жалей, он голос-то живой. Встань, милая, с колен, спой, милая, мне спой. Встань, милая, с колен, спой, милая, мне спой. Война – это, я думаю, какое-то состояние общества, где люди доведены, я бы сказал так, до невменяемости. Потому что никакая война не может дать народу ничего хорошего, кроме разрушения и убиения людей. Поэтому я считаю, что война как явление, как общественное явление, это аномально. Веками и сложившиеся, значит, связи так просто, безболезненно порушить нельзя. И вот это все привело к такому состоянию, которое, если бы я ставил диагноз, то поставил бы вот состояние невменяемости. И в этой ситуации, конечно, каждый, значит, вот этот маленький, обособленный, значит, лидер, он хочет быть царем, он хочет быть державой сам. Я сам здесь управляю, я, понимаете, вот это
Вот это национал-популизм, доведенный до абсурда. И идея положительная, хорошая идея национального возрождения, доведенный до абсурда. Суверенитет, доведенный до абсурда. Один гуманист Гамсахурди приложил руку к тому, чтобы достаточно зажечь спичку этой войны на Кавказе. Второй демократ, в общем-то коммунист Шеварднадзе, который и проповедовал всю ту свою жизнь единение, братство. Верил он в это или не верил, это уже другой вопрос. И тем не менее, ведь люди пошли за ними. Что же двигало всех? Неужели так удалось быстро всех оболванить и превратить в это пушечное мясо? Знаете, когда вы говорите Гамсахурди гуманист, то у меня внутренний протест. Потому что я со Звят Константиновичем знаком. Мы не раз встречались, у нас были очень тяжелые разговоры. Я помню нашу первую встречу в Институте литературы Академии наук Грузии, когда, значит, он зашел в одни двери, я в другие двери. Я говорю, здравствуйте, он вместо ответа, значит, ударил по столу кулаком и заорал, значит, я привел 25 тысяч, приведу 250 тысяч, а стен я до единого вырежу. Понимаете, что получается? Не может гуманист такие идеи проповедовать. И вообще это в голове держать не может. Вот. Но то же самое, допустим, если говорить о демократии Шеварднадзе. Я бы это подверг величайшему сомнению. Понимаете? Шеварднадзе, я думаю, это великий актер. Актер. Я, например, когда Шеварднадзе на съезде Верховного Совета заявил об своей отставке, я к этому отнесся как к спектаклю. Я был на этой сессии, я видел все это. Я отнесся как к спектаклю. Понимаете? Но другое дело, феномен Шеварднадзе, конечно, это явление, которое надо еще анализировать. Потому что, вот я обратил бы ваше внимание на такой момент, значит, так. Вот был Гамсахурди, прошел к власти Гамсахурди. Никто ни в дальнем, ни в ближнем зарубежье его не признавал. Почему? Нарушение прав человека в Южной Осетии. И это было законно, это было все праведно. После него приходит Сигуа. Его опять никто не признает. И причина та же. Теперь позвольте заметить, значит, приходит Шеварднадзе. Он доводит эти конфликты до невообразимой эскалации. Понимаете? Это уже не просто было в Южной Осетии, значит, там война. Это был просто расстрел, это был геноцид, это было просто прямое уничтожение народа. Понимаете? А тут же прискакал Беккер. Поговорили, попили доброго грузинского вина. И тут же Соединенные Штаты Америки признали. А дальше как по команде. Понимаете, весь кардибалет сработал мгновенно. Все начали его признавать. Понимаете, что получается? Так почему? Причина же не снята. Вы первых двух монархов не признавали, потому что вот это было, причина не снята, третьего монарха признаете. Появилась еще Абхазия. Добавилась еще Абхазия добавилась. После начала всех этих событий я на второй день, на второй, по-моему, день встретился с Китавани, учитывая, так сказать, нашу прежнюю работу с ним по Южной Осетии. Я попытался с ним договориться в Адлере о том, чтобы прекратили все эти, так сказать, действия, чтобы вывели войска с территории Абхазии. Тогда пошли, знаете, такие, что ли, они начали изобретать повод, по которому они ввели туда войска. Хотя повод прекрасно был понятен и нам, и им, что это, так сказать, вот никакой там федерации, конфедерации, и все тут, так сказать. А поводы там, вы помните, были придуманы разные, что там грабят на железной дороге, так сказать, составы, мы должны охранять эти составы, обижают грузин, так сказать, которых, правда, так сказать, почти в 5 раз больше, чем абхазов, там, на территории Абхазии, мы должны защитить грузинских граждан.
Потом было там заявление Ардзенба, что вот он такой вот, почему он так заявил, мы ему дали все, а он, так сказать, на нас. Но все это не покрывало для нормального человека, так сказать, вот введение танков. Ну, так же, как, скажем, в Москву введение танков, чтобы, так сказать, накормить народ. Ну, это ж нонсенс. Слово такое изящное. Нонсенс придумали. И вот, поэтому мы доложили, я доложил о том, что, кстати, тогда мы с Китавани договорились и подписали такой документ, такой протокол о том, что они выводят войска, и не выводят войска, а движение войск прекращается, то есть они не ходят ни туда, ни сюда, стоят на месте. Поэтому мы доложили, что ситуация такова, что в первую очередь от этого пострадает Россия. Упрекают Владислава Ардзенба в том, что он и возглавляемый им парламент вернулся к Конституции Абхазии 25 года. А тогда Абхазия это была Абхазская Советская Социалистическая Республика в составе СССР. И, по сути, она имела просто конфедеративные отношения с Грузией. Она, по сути, имела такие же права, как Грузия, хотя, конечно, была численно гораздо меньше. Но дело в том, что это было ответом абхазского парламента, ответом на решение грузинского парламента о возвращении к Конституции 21 года. После этого грузины считают себя аннексированными большевиками, вероятно, так и было, в нарушение и Георгиевского трактата, и других договоров 801 года. Но по Конституции 21 года Абхазия вообще не существовала как автономия внутри Грузии. Так что уже этим шагом она была как бы стерта с будущих карт Грузинской республики. И тогда абхазы вынуждены были ответить возвратом к своей Конституции. Предыдущая была 25 года. А в ответ на это уже начались военные действия. В 100 метрах от нас грузинские позиции. Как вы здесь живете? Как воюете? Командир, расскажи. Живем по-соседски. Мы их приветствуем по утрам, они нас стреляют, мы стреляем. Так что добрососедские такие хорошие отношения. Мы все, живя в конце 20 века, думали, что это дико. Люди на нас не пойдут танками, когда можно обо всем договориться мирным путем. Вот почему. То есть не верили? Не верили. Я даже в день, когда объявление пошло, что война началась, не верил в том, что война будет. Даже стоя с ружьем вот там на Красном мосту, когда мы их встретили, я и даже тогда не верил, что вот так мы дойдем до такого состояния. То, что происходит в Грузии и в Абхазии, очень, я думаю, больно нам всем русским. Мне, может быть, особенно больно, потому что у меня много друзей и среди грузин, и среди абхазов. Я много раз бывала в жизни в Тбилиси. Я как этнограф объездила Грузию, а особенно Абхазию, и во всех селах, о которых сегодня идет речь, что идет война, Ткварчели, Гудаута, Гудаутский район, Начимчирский район, Киндги, Паквеши, Эшера и так далее. Я всюду работала как этнограф. Жила там в течение 10 лет, проводила полевой экспедиционный сезон. И я просто знаю, кто конкретно мог погибнуть в этих селах в ходе этих столкновений. Я знаю, какие молодые ребята там готовы были взяться за оружие. Еще в 1978 году, когда у нас принято было прятать под ковер, что называется, под этот национальный вопрос, и не признавать его существование, уже тогда абхазы на моих глазах поднимались за борьбу и за сохранение своей национальной культуры. Помните, в 1977 году была принята общесоюзная конституция. Брежневская. И после этого по команде все республики бывшего Союза стали принимать свои локальные конституции. Это было в 1978 году. Грузия приняла свою конституцию в 1978 году. Дальше была очередь 3 автономных республик, которые входят в ее состав, сделать то же самое. Помните, академик Сахаров назвал Грузию маленькой империей в огоньке в 1989 году, потому что в ней 3 республики в этой не такой уж большой стране, 3 еще других народа живет. И каким гневом вообще обрушилась вся пресса тогда на бедного Андрея Дмитриевича, грузинская пресса. И вот когда дошла очередь до принятия Абхазской конституции, в проекте, который был спущен из Тбилиси, им был записан государственный язык грузинский, так же, как в Грузии. И вот тут абхазы восстали. Тут они вспомнили и времена Бериевщины, когда каждый абхаз, ну, что называется, выше колеса, не то что интеллигенция только, но каждый независимый крестьянин попал под репрессии.
Тут им вспомнились и годы махаджирства, когда насильственно выселяли абхазов оттуда. Не грузины это делали тогда турки 100 лет назад, но народ очень пострадал этнодемографически. Политика плановых переселений со стороны Грузии на этот благодатный край, колхидская низменность, она тоже привела к изменению соотношения численности. И сегодня абхазы составляют всего 18% там и живут компактно в 2 районах, Ачимчирском и Гудаутском, из нескольких районов Абхазии. Но я знаю, что эти люди никогда не сдадутся, никогда оттуда не уйдут. Они лучше погибнут вместе с детьми там. Но они не уйдут, если их будут лишать права оставаться абхазами. Вы говорите, едины, как бы одинаковы. Совсем не едины, это абсолютно разные народы. У нас всегда была иллюзия, что и в СССР все едины. Не я говорю. Да, это говорят ваши оппоненты, я понимаю. В СССР жили такие люди разные, как эстонцы и туркмены. Они отличаются не меньше, чем, например, норвежцы и пакистанцы. Не меньше диапазон различий. Кавказская общность, она, конечно, больше, но абхазы это совсем не грузины. Они антропологически, этногенетически не грузины. Я говорю как специалист, который исследовал их в экспедициях и знает их историю. Язык совершенно другой, не картвельский, а абхазо-адыгской семьи. Все их языковые родственники живут на Северном Кавказе. Это адыги, кабардинцы, черкесы и так далее. Другой немножко тип культуры, хозяйствования, более поздняя письменность. Другие родовые связи, очень поверхностная христианизация и исламизация части абхазов. Между прочим, никогда не запрещено было жениться мусульманину на христианке и наоборот среди абхазов, потому что это был очень поверхностный слой привнесенных извне мировых религий, очень сильны родовые старые культы абхазские. Грузия же давно христианская страна, с VI века, тем страннее, честно говоря, сегодня поведение ее народа. Мы же привыкли все воспринимать Грузию как уникальную часть христианского мира. Этим она для нас драгоценна. Мы все чувствовали тепло этой культуры, обаяние этой культуры, гостеприимство этих людей. И это просто, конечно, для нас трагедия, то, что там происходит. Тысячи людей погибли. Это бессмысленная война. И самое главное, вот мы говорим конфликт. Это не конфликт, это преступление. Преступление против человечности, нарушение прав человека. Я адвокат. Когда совершается преступление, должен быть преступник. Когда мы определяем, кто преступник, мы должны определить ему меру наказания. Так вот, в этой войне мы должны все-таки найти виновных и осудить их как преступников. Так вот, руководство Грузии, в том числе и Шеварднадзе, которые развязали эту войну и стали виновниками тех несчастий, которые у нас происходят, не преступники. Естественно, как любой преступник, они пытаются избежать ответственности. Квартира — это такой город рабочий, вы понимаете, там нет деления по национальному принципу. Это шахтеры, это люди, знаете, в таком труде там не до разделения людей. Да и в Абхазии этого не было, это все инспирировано из Тбилиси. Нас пытаются противопоставить друг другу в Абхазии по принципу разделяй власть. Я вообще смотрю дикими глазами, как нам телевидение сейчас показывает, что вертолетом Шеварднадзе разрешил сесть в Сухуми российским, их проверили, что они не везут оружие, и они направились, значит, дальше с этой гуманитарной помощью. Почему же вопрос стоит только о разрешении гуманитарной помощи, но он вообще не стоит о снятии самой блокады? Это же дико совершенно. Почему же не снять блокаду? Все-таки мы живем в конце 20 века, и Шеварднадзе цивилизованный человек. Почему никто, мировое сообщество, СНГ, наконец, если уж мир забыл о нас, не поставит этот вопрос, что перестаньте душить там людей голодом, независимо от их национальности? За что убивают детей? Мы же на кого не нападали, никого не убиваем. Мы же в своих домах защищаем, понимаете? Что нам остается делать? Защитить твой дом. Это каждый имеет право, по-моему. И будем защищать. Или будем жить. Просто святая обязанность, это не только Это каждого обязанность. А тем более после этого случая, когда дети уходят, наши дети, за что мы живем? За них. И они уходят. Теперь что делать? Шеварднадзе этому человеку верят, во всем мире верят. Великий демократ. Какой он демократ? Какой он демократ или кто он такой? Вообще он вообще человек разве? Лиса был, лису и останется.
На войне как на войне. И значит ежедневно слезы, разруха, потеря близких. Причем с обеих сторон. И если для абхазов военные испытания стали мощным стимулом роста национального самосознания, решимости до конца стоять за справедливость, то грузинская сторона, заговорившая уже на самом высоком уровне о бесперспективности дальнейшего кровопролития и этим признавшая свою неспособность одержать победу над маленьким народом, переживает тяжелейший национальный кризис. Из него без ощутимых потерь ей уже не выйти. Подводя итоги года после переворота, в результате которого был свергнут Гамсахурдия, одна из грузинских газет писала: «Ночь в Грузии так и не пошла на убыль, сумерки так и не рассеялись». Грузинские журналисты, употребляя столь деликатно расплывчатые выражения, судя по всему, боятся признаться даже самим себе. После вторжения в Абхазию и развязанного геноцида сумерки над Грузией сгустились еще больше. Там был, как известно, режим Гамсахурдия, которого я отнюдь не являюсь его поклонницей, и думаю, что это человек не совсем здоровый, хотя он и прошел через грузинские тюрьмы в те времена, когда у власти был коммунист Шеварднадзе, и в те времена, когда в грузинских тюрьмах применялись пытки, применялось мужеложество в качестве давления на политзаключенных, изнасилования. И об этом знает весь мир. Спросите любого сегодняшнего диссидента или тогдашнего диссидента. И это помнят в Грузии, это до конца не забылось. Шеварднадзе был и министром внутренних дел, и потом партийным главой этого государства. Потом он вроде бы изменился, он вроде бы стал широко мыслить, он стал демократом, он был причастен к разрушению Берлинской стены. Однажды меня за границей нашла дочка Сталина, Светлана Аллилуева. После одного моего телевизионного выступления через телевидение она как-то меня нашла в Лондоне и сказала, что она меня нашла специально, чтобы поговорить о Шеварднадзе. И она говорила: не доверяйте этому человеку. Я не восприняла очень всерьез ее слова. Она давно живет за границей, женщина такая экстравагантная в своем поведении. Но потом я вспоминала ее слова несколько раз. Помните, Гамсахурдия тогда предупреждал нас, что Шеварднадзе в Москве вынашивает планы, как бы меня свергнуть. И мы думали, ну, это какие-то параноидальные идеи, не может быть, этого не может быть. И все-таки это произошло, вопреки всем нашим надеждам на Шеварднадзе, понимаете? Это произошло, это был очень опасный прецедент для всех в СНГ. Для Ельцина прежде всего. Раз можно сместить одного президента, потом другого, Муталибова, тот хотя бы подписал сам свое отречение, но под давлением, а здесь Гамсахурдия ведь не подписывал отречение от поста, он был действительно свергнут, власть была узурпирована. И в это время, пользуясь международным авторитетом Шеварднадзе как большого сторонника перестройки и разрушения противостояния двух блоков, США и ООН принимают Грузию, где идет гражданская война и где узурпирована власть, принимают ее в состав ООН, признают Грузию, устанавливают с ней полные дипломатические отношения. Я всегда упрекала за это, между прочим, лидеров США, и бывая в Госдепартаменте, в других инстанциях, я всегда говорила и говорю об этом открыто, что это была их большая ошибка. Я, например, считаю, что американцы свою геостратегическую политику будут проводить через Шеварднадзе, через Грузию. Потому что мир капитализма, конечно, обязан Шеварднадзе. Очень много. И этот феномен Шеварднадзе, это, может быть, у нас спал. А в мире он не спал. Он еще сохраняется. И, конечно, для грузин Шеварднадзе сейчас, хотя он их вверг в страшную трагедию, это грузины, это я с большим уважением отношусь к великой грузинской культуре, значит, к науке, понимаете? И вот такой мощный народ оказался в таком положении, значит. И Шеварднадзе это не ослабляет обстановку, а наоборот, еще он больше накручивает обстановку. Ведь вы заметьте, значит, когда накалялась обстановка, значит, с Абхазией, то Шеварднадзе сделал несколько заявлений, значит, о том, что если вопрос будет касаться силы, я тут ни при чем, я демократ, там, и так далее, это противно моим принципам. Через неделю он начинает там войну, значит, в Абхазии. Где логика? Или где последовательность? Или что, мы все должны исходить из того, что политика грязная вещь?
Но это слишком легкое объяснение. Не нужно было быть очень большим политиком, не нужно было быть очень большим практиком в этой области. И тем более человек Шеварднадзе, который возглавлял когда-то Грузию как первый секретарь ЦК Компартии, который был очень хорошо осведомлен об особенностях этого региона, об отношениях, которые там сложились, о соотношении, в принципе, сил, о настроении народа. И трудно себе представить, чтобы он не знал, что здесь будет оказано сопротивление. Тем более, что об этом предупреждала и Ассамблея горских народов Кавказа, недвусмысленно, кстати, локализовав в Сухуме свою столицу и там основав практически вот это свое движение. То есть совершенно ясно было, что Абхазия, значит, обязательно будет сопротивление. Значит, сопротивление, в которое будут втянуты, конечно, северокавказские народы. Об этом все заранее было известно, об этом знали руководители в Москве. Мы их предупреждали многократно, и другие предупреждали их, не только, так сказать, мы. Это было видно, это лежало на поверхности. Абхазский народ никто не сумел еще покорить. Его и никто и не покорит. Не было такого, чтобы абхазец стоял на колене перед кем-то. И он никогда не станет. Ну, а мы, понимаете, вот с испокон веков абхазцы гостеприимный и миролюбивый народ. Они не воевали, но не дай Бог, если кто-нибудь затронет его честь и его достоинство, он никогда задний ход не даст, и он будет до конца, до последней капли крови, он отдаст свою жизнь, свою душу за свою прекрасную землю. Каждый ребенок у нас порог сердца, понимаете? Бах, 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 это что такое? Взрослый разрыв делается, а дети порог сердца делается. Как через 20 лет, как у них будет бояк, как они будет наша Родина защищать. А питания тоже уже 1,5 года нету. Молоко мы не видим, мясо дети не видят. Уже дистрофик они, понимаете, без белковый отек у них. Дистрофики получилось. И еще бах-бах. Снаряд. Ну для чего это? Вот это мелко ничего. А вот когда снаряд летит, не дай бог, дети вот так уже. И кошки, собака прячется, вы понимаете? Кошка. Вот у меня собака есть, вот там в подвале находится. С этой дорогой вы пойдете, он вот так идет. Через бассейн и второй подвал идет. Вот посмотрите какой. Собака 14 лет. Дорога между деревом берет. Асфальтированная дорога, и выходите, а? Какой у них ум? Как начинает кошки, собака прячется. А дети куда прячутся? Дети же. Когда продавалось хлеб, понимаете, они свободно покупали в других местах. А сегодня, когда трудности эти, они приходят сюда. И вот получается, народу массы много, надо было чего-то сделать, талоны мы распределили для инвалидов, для, всех. Понимаете, получается 315, 320, 350 булок дают на 750 человек. Надо как-то его разделить, так что все получили. Сегодня и инвалиды, и все остальные, они все инвалиды сейчас, понимаете, получают одинаково. Хлеб продается в магазинах, привозят. Но в порядке очереди привозят, но цена. Потом, знаете, по 3, по 4 месяца, по 5 месяцев. Я тоже пенсионер, как участник, понимаете. Я уже тоже 3-4 месяц денег не получаю. Но люди, которые не получают, в общем, голодом не оставляют. Мы все, говорит, являемся участниками, потому что сегодня никто не участвует, нет. Давайте, наконец, поймем. Абхазская проблема – это давно и русская проблема. Абхазы – наши братья, наши верные друзья. А грузинские уголовники в военной форме уже не раз запятнали свои руки кровью и наших солдат. Об этом знаем мы, знает, но, похоже, с преступной деликатностью постоянно забывает правительственная делегация России, ведущая переговоры с тбилисскими властями. Расстрел в декабре вертолета с скворчельскими беженцами и русским экипажем прошел почти незамеченным.
Подлое убийство в январе 2 солдат российской армии в столице Грузии не остановило переговорный процесс. Блокада Ткварчели, где русские шахтеры и их семьи составляют около 40%, до сих пор не снята. Просто обидно за державу, больно за наш народ. Понимаете? Больно за наш народ. У меня иногда складывается впечатление, что вот сама себя не уважает. Вот у нас экономическая разруха, вот у нас то, вот у нас то. Но я думаю, что самая большая беда наша состоит в том, что мы потеряли инстинкт самосохранения. Понимаете? Я бы даже сказал так, инстинкт странового самосохранения. Вот я был в Соединенных Штатах Америки. Вы можете критиковать президента, сенатора, ну, кого хотите, как хотите критикуйте. Но попробуйте вы затронуть Америку. Вот у нас это потеряно. Как может такая гигантская держава Россия позволять, что, допустим, войска бывшего Закавказского военного округа, это же российские войска, нападают на склады, делается с ними то, а мы молчим. Нет логичного объяснения. Мне кажется, беда состоит в том, что я, например, не знаю, но нет просто национальной политики. Нет сформулированной, четкой, ясной национальной политики. Она должна быть. Я думаю, что это должен был бы первым документом, который нужно было бы признать. Во-первых, когда образовались, значит, суверенные республики, я имею в виду автономии даже в составе России, то я думаю, Верховный Совет России должен был бы какую-то декларацию сотворить, значит, коим бы объявлялось, значит, уважение к декларациям автономии о суверенитете. Проявить уважение к ним, понимаете? А дальше говорит, значит, о том, что мы единое государство, значит, каждый, значит, в этом государстве должен найти применение тем способностям, возможностям народа, чтобы поднимать уровень жизни, чтобы наш общий дом обустраивать, как Солженицын говорит, значит. Понимаете, что получается? Вот этой нет единой, четкой, взвешенной национальной политики. И вот такие моменты, о которых вы говорите, там сбивают, там убивают, там это же не только в Грузии, это во многих местах. Понимаете? А вот это ведет тогда к вседозволенности. Вот один раз, допустим, ограбили склад, там разоружили военных, убили, значит, все это промолчали, проглотили, значит, а это ведет, значит, вот к вседозволенности. Конечно, Россия не должна позволять себе так. Вот, допустим, когда там ограбили склады российских войск в Грузии, я считаю, что тогда министр обороны тут же должен был бы отдать приказ о выводе российских войск. Какая бы это гигантская политика ни была, но мы не потерпим оскорблений. Понимаете? И выводить войска, как российские войска. И предупредить. Любое посягательство на эти войска будет расцениваться как нападение со всеми вытекающими из этого последствиями. Понимаете, что получается? А у нас получается такая, Шеварднадзе разговаривает с Россией тоже на уровне ультиматумов. Значит. Или сделайте вот так, вот так, вот так. Я, например, совершенно не понимаю, как встреча, допустим, в Дагомысе, Шеварднадзе и Ельцин. Встреча в Дагомысе. Все, что хотел Шеварднадзе, все было сделано. Он хотел, чтобы, значит, экономическую блокаду сняли. Он хотел, чтобы Россия не мешала вступлению в Организацию Объединенных Наций, пожалуйста. Он хотел широкоформатный договор с Россией, значит, сейчас заканчивается подготовка. Он хотел убрать 2 российских полка, значит, из Цхинваля, вертолетные и саперные полки. Убрали. То есть все. Ну как 2 лидера встретились, и нет политического документа, который бы осуждал геноцид вот, людей, малочисленных наций. Даже этого политического документа нет. Как так можно? Я думаю, что Россия не должна договариваться с Грузией
Не потому, что вот там стираются там надписи или меняется символика, она будет восстановлена, я вас уверяю. А потому что сейчас управляет Грузией режим, который нарушает права человека и совершает преступления против человечности. Он нарушает эти права и в Абхазии, и в Грузии. И поэтому я считаю, что если российское руководство ассоциирует себя с демократией, страной, которая стремится к каким-то новым ориентирам нравственным там, и политическим, то она не должна вообще заключать этот договор. Потому что это преступление как против грузинского народа, так и против народов, которые живут в Абхазии, потому что нас просто убивают. Мы должны действовать на основе международного права и исходя из того, что Грузия член международных организаций и признанное суверенное государство. Но у России есть, по-моему, все основания поднять вопрос о нарушении прав национальных меньшинств на международном уровне. Видите, нам позвонили соседи наши и говорят, Джон Ладарьев в Тбилиси прилетел, оказывается, и говорит, в Гаграх нет ни одного грузина, всех мы эвакуировали, бомбите Гагру требуют. А из Тбилиси звонят и говорят, неужели это так? Они говорят, нет, мы живые, говорит. Скажите им, что идите на телевидение, мы живые, они нас обманули. Требуйте, не нужно солдатов. И они просятся к Руслану Язычеву на митинг. Говорят, мы, говорит, всех людей соберем, наших грузинов, говорят, что это неправда, мы живые здесь. Пожалуйста, хотите, я дам мой адрес. Ваша Пшевела 111, и дом 51, дробь, это Кабарцевский дом. Вот сейчас мы можем зайти. Грузинка, да? Нет, я армянка. Я армянка. Они все грузины. Вот в данный момент, ну что делать? Простые люди не виноваты ни в чем, я так считаю. Никто и не винит, по-моему. Нет, боже упаси. Сегодня привели чеченцы их девочек домой. Вы знаете это или нет? И девочка 15-летняя говорит, если кто-нибудь скажет, что чеченец насилует, я вот так глаза выцарапаю. Мать вот так плачет и говорит, вы, имею одну дочь, говорит, и квартиру, сынок возьми, он говорит, нет, мамочка. Замуж, говорит, возьми мою дочку. Он говорит, мамочка, говорит, я всех не могу, говорит, в Грозный забрать, говорит. Я, говорит, сестру привел домой. Вот, честное слово, я девочки не обманываю. Живу вот универсам Ваза Пшевела 111. Дом Кабарцевский, все знаете. Вот, пожалуйста, приходите. Все в нашем доме живые. Ни у кого ничего, вот, ноготь не вытащили. Поверьте. Война, когда началась, она фактически началась за что? Она прежде всего началась за то, чтобы сохранить все-таки общее экономическое пространство с Россией, Северным Кавказом, то традиционное пространство, которое как-то могло бы еще накормить и, значит, сохранить жизни людей, которые находятся на территории Абхазии. То есть я, возвращаясь к началу, я должен сказать, что весь процесс, все обвинения в сепаратизме, они абсолютно по отношению к абхазам не правомочны, они неверны. Если и можно о каком-то сепаратизме говорить, то прежде всего надо говорить о сепаратизме самой Грузии, потому что все началось с сепаратизма Грузии. Она подала абхазам, так сказать, там, осетинам и другим представителям, другим регионам на своей территории сигнал о том, что она выходит, она порывает экономические связи, она перестает, она утрачивает возможность обеспечивать безопасность и кормление всех этих людей, и им нужно искать свои собственные выходы. И они стали искать. И их за это сегодня наказывают. Легче всего умыть руки и уйти, забыв о том, что империя господствовала здесь так долго. Я думаю, что мы имеем определенную ответственность за эти народы и за те территории, где мы насаждали свои порядки. Пусть не мы русские, пусть это делали советские, пусть это делала коммунистическая власть, но все-таки русский народ ведь поддерживал, многомиллионный народ поддерживал эту власть. И не надо говорить, что только Сталин, Берия виноват, а мы все были жертвами режима. Современники всегда вносят свой вклад в эту часть истории. Сегодня не слышно биение сердец. Оно для аллей и беседок. Я падаю грудью, хватая свинец. Подумать, успев напоследок, на этот раз мне не вернуться. Я ухожу, придет другой. Мы не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Вот кто-то, решив после нас, хоть потом, как пропасть шагнул из окопа.
А я для того свой покинул окоп, чтоб не было вовсе потопа. Сейчас глаза мои сомкнутся, я крепко обнимусь землей. Мы не успели оглянуться, а сыновья уходят в бой. Кто сменит меня, кто в атаку пойдет, кто выйдет к заветному мосту. И мне захотелось, пусть будет он тот, одетый во все не по росту. Я успеваю улыбнуться, я видел, кто придет за мной. Мы не успели оглянуться, а сыновья уходят в бой. Разрывы глушили биенье сердец. Мое же мне громко стучало, что все же конец мой еще не конец. Конец — это чье-то начало. Сейчас глаза мои сомкнутся, я крепко обнимусь с землей. Мы не успели оглянуться, а сыновья уходят в бой. Выйди из землянки, посмотри, голуба, ах, какое утро, свежая полощется, мягкое и доброе, как любимой губы. Мне так в это утро умирать не хочется. Дай мне минуту, и я хочу в последний раз с тобою надышаться утро. Дай мне минуту. На коня вскочить бы, по росе промчаться из реки студеной, да пьяна напиться. Только вот дела все не могу ручаться, что живым останусь позади столица. Дай мне минуту, и я хочу в последний раз с тобою надышаться утро. Дай мне минуту. Господин председатель, сейчас объявлено перемирие. Настроение боевое или немножечко можно успокоиться? Ну, прошу прощения, во-первых, у нас принято не господин, а товарищ. Вот. Значит, я, к сожалению, это перемирие временное затишье, я бы сказал. Мы поддержали инициативу о том, чтобы вот прекратить огонь, но это акция доброй воли с нашей стороны, принята в одностороннем порядке, но она связана с надеждой, что грузинские войска, используя вот это перемирие, начнут выходить из Абхазии. Собственно, это предусмотрено, во-первых, вот тем соглашением или тем коммюнике, которое было подписано президентом России Борисом Николаевичем Ельциным и председателем Верховного Совета Грузии. Вас забыли пригласить или вы отказались? Нет, нас никто не приглашал, но мы эту инициативу поддержали, однако вот время, прошедшее с того момента, показывает, что, во-первых, не только не выводятся войска и даже тяжелая техника, но и осуществляется перегруппировка войск, и ежедневно все новые и новые силы появляются на той стороне фронта,
Вот, это в том числе значительное количество добровольцев, как они их называют, на самом деле наемники. И это официально, так сказать, признано грузинской стороной. И из тех регионов, о которых уже здесь делалось заявление вот, Министерством обороны Абхазии. Так что, к большому сожалению, насколько мы понимаем, грузинская сторона не стремится к прекращению, окончательному прекращению войны здесь, в Абхазии, всеобъемлющему урегулированию вот этого конфликта. Она просто использует эту передышку для того, чтобы получить от России, во-первых, экономическую, финансовую помощь, а также военную, получить все это вооружение, которое еще осталось на территории Грузии, которое находится пока в руках российских войск, и с новой силой обрушится на нас. В этом нет никаких сомнений. Владислав Григорьевич, 24 мая, это уже было время перемирия, сбивается опять вертолет. Можете немножко подробнее рассказать, что это такое и как грузинская сторона объяснила сие недоразумение? Грузинская сторона всегда объявляет это, так сказать, в одном и том же плане. Вы помните, когда погиб, вот это был сбит вертолет, где было столько женщин и детей, 62 человека, женщины и дети сгорели заживо. Грузинская сторона тоже объявляла, что это вот от перегрузок и так далее, хотя потом было доказано, что это сбитой ракетой земля-воздух. И должен обратить ваше внимание на то обстоятельство, что весь мир хорошо знает о том корейском Боинге, который был сбит, но мир почему-то не хочет знать о том, что вот в этом вертолете не менее ужасная произошла трагедия. Вот. То же самое повторилось и сейчас. Было заявлено, что упал вертолет. Они почему-то падают в одном и том же районе, потому что в этом районе как раз находится средство ПВО. Дело в том, что с момента вот той акции, которая проводилась в Кварчели, когда было привезено 139 тонн груза, ведь прошло очень много месяцев. Если бы мы все это время не перевозили бы продовольствие туда, вот рискуя своей жизнью, рискуя жизнью тех людей, которые направляют эти вертолеты, то просто там бы ни одного человека уже в живых не осталось. И это широкие такие, широко разрекламированные акции вот, оказания продовольственной помощи, они не столь эффективны, как эффективно то, что мы делаем вот каждодневно. И мы вынуждены были из Теберды возить грузы. За это время там около 150 тонн груза только за последнее время было перевезено. Потому что и вывозить это женщин и детей, везти их сюда. Как было в этом вертолете сейчас? Вот на этот раз вертолет летел туда с грузом, мука, сахар и медикаменты. И 4 человека члена экипажа и 5-й командир эскадрильи. Весь экипаж, вот весь он из России. Из Сухуми. Недавно мы перешли сюда и вот пришли посмотреть, на что посмотреть, возложили цветы и пришли сюда просто. Это вот то самое, что называется братья и сестры. Да. Да, то же самое, что называется. А что больше? Такое еще, когда, кто повторял, еще не знаю, не припоминается просто человек. Да, это ужас просто. Это страшно даже подумать. Такое, это не знаю, чистый фашизм. Такое не должно повторяться. В конце до концов надо это все уже, хватит уже, кончать нужно это все. Сколько можно, столько крови, столько жертв. Причем эти бедные дети, причем они несчастные дети. Есть даже такая семья, где полностью погибли, полностью, никто даже не остался. После такого всего, этого случая, они опять же повторяют то же самое. Вы прекрасно знаете, вот случай сейчас, что был недавно, что сбили вертолет. Я не знаю, эти русские друзья, товарищи, все так помогают, все стараются делать. Да был же договор не стрелять. Знаю, после такой случай, как можно перемирие. Вот есть такие семьи, которые остались пусто. Для них, например, никогда не кончается война. Потому что вернуться домой ни детей, ни жены. А как для него мир будет? Но я могу сказать только одно, что любая русская мать, любая русская женщина вот сегодня стоит рядом со мной здесь. И я в этом убеждена. И рядом с вами говорит те же самые слова. Это должно кончиться.
но должно кончиться так, чтобы Абхазия осталась. Как человек военный могу сказать, что эта война, она тяжелая, варварская. Сам 2 руки подниму, если нужно будет, и за прекращение огня, за мирные переговоры. Военным путем здесь практически ничего не решить. Это все осознают, которые здесь находятся. Хотя по прессе и телевидению передали, что мы кого-то заставляем воевать. Та сторона то же самое говорит, что старшие начальники, командиры они где-то что-то требуют с подчиненных, чтобы они только воевали. В принципе, каждый человек осознанно именно на это пошел. Без меня в любую точку назовете здесь на фронте, вы сами прибудете, поговорите с людьми. Мирного настроения у нас нет. Военным путем мы не хотим этот вопрос решать. Если 9 месяцев ни одного шага, ни одного метра они с боями не прошли, они подавно не пройдут. Это они сами прекрасно осознают. Вы сказали, что вы здесь уже 9 месяцев, то есть вы с самого начала войны. Изменилась ли абхазская армия? На голом месте создавать армию абхазскую, это было очень сложно. На сегодняшний день я могу сказать, это, в принципе, и представители ООН, которые здесь были, я с ними встречался, они сами видели. Все было именно на том уровне, на котором оно должно быть. Даже удивлялись, что за 9 месяцев можно создать именно какие-то определенные подразделения, формирования, структуры какие-то военные создать. Если одно время мы назвали ополченцев Министерства обороны, создали свое, назвали его уже армией, это было действительно практически на том уровне, хотя у нас плюс тем, что мы осознанно боремся за свою землю. И это, видимо, нам помогло, и на сию минуту я могу сказать, что регулярная армия, которая подчиняется всем абсолютно требованиям, всем приказам подчиняется, и свое личное не отделили именно от выполнения своего долга, воинского долга, я же говорю, не по защите своей земли или войны, не в этом смысле, а именно долга воинского отдать своему народу. Это мы добились. В принципе, я даже уверен в том, что об этом и та сторона знает. У нас профессиональных военных не было, именно уровень среднего звена. Я думаю, что тому, чему учат в этих военно-учебных заведениях, они это приобрели на поле боя. За 15-16 было наступление. Мы форсировали реку вот этой Гумисты. Естественно, мы приняли бой. Но у них позиции сильнее было в те времена, тогда можно было сказать даже. У них очень большое минное поле. Проходимость очень трудная была. Но однако наши бойцы, вот сидящие вот здесь почти все, приняли бой. Воевали до последнего, кто как смог. Что больше сказать? Если мы бой приняли бы по-настоящему, мы действительно не хотели рушить наш город. Не хотели принять те, что силы. Хотели это, естественно, наши дома там, наши братья и сестры. Мы думали, получится так слегка, но не получилось. Но заодно еще мы от Сухуми как отдали, мы не хотим на это примирение отдать, это наши рубежи сегодняшний день, который мы готовы здесь сидим. Лучше бы никаких примирений, пускай выведут войска и сядут за стол переговоров, это лучше всего. Не выведут войска. Я уже повторял на эту тему. Каждый боец, они будут до последнего драться. И каждый готов для Родины отдать жизнь. У нас одна Родина Абхазия. Мы абхазцы, вот сидящие все, кроме Абхазии, а у них получится Абхазия, не получится Грузия. Человека, который 2 родины имеет, и воевать тоже не так хочет, если кто-то его не заставляет сзади. В декабре мы виделись с тобой, виделись с твоими друзьями, молодыми парнями. Ты сказал, что не все вернулись из того боя. В отделении было 9 человек, пошли. Сутки мы там держались, обратно дошли. Сухуми? Да. Вошли почти. Почти дошли. Некоторые группы вошли уже. Некоторые группы вошли уже в Сухуми, но мы не смогли, потому что выпали на минное поле. И все, почти все там погибли. Вот. Осталось 3 человека. Вот этот парень был ранен. И
еще один здесь ранило его после наступления, и втроем мы вышли оттуда. Где годовщину встретим? Естественно, годовщину мы встретим в Сухуми. Наши ребята похоронены в нашей столице, которые тела нам не выдали. Естественно, мы там и отметим это, как полагается. И заодно и День Победы отметим там. А может быть, это и до годовщины мы отметим. Но мы каждый готов это отметить там, у себя в столице. Вы тогда в декабре, когда мы были здесь, командовали вот этой ротой. Сейчас вы занимаетесь уже немножко другой работой. Какой? Тоже сугубо военной. Так что мирной профессии пока у нас нет. Так что пришлось уйти с этой роты. Но не забываю, и ребята меня не забывают. Все здесь, в основном, кто остались живы. Так что пока все вместе. Руслан, я понимаю, что так профессия учителя математики уже куда-то ушла в далекое прошлое, и профессия военного уже может стать профессией, или все-таки кончится эта война, и вспомните формулы? Ну, я думаю, что на наш век войны хватит. Освободить Абхазию — это не одно. Потом надо ее и защищать. Так что, наверное, с профессией учителя уже будет немножко возвращаться к ней трудновато. Вы действительно на войне как на войне. И никто не виноват, что рядом человек погиб, а я остался жив. Ну, как у Твардовского, но все же. Вот, ну, все же. Ну, все же, когда все анализируешь, учитывая все свои ошибки как командира, учитывая то, что можно было сделать, сберечь жизни, это, конечно, тяжело и очень трудно вспоминать, но анализировать нужно. И чтобы не допускать впредь такие ошибки. Раз уж пойти, ну, от ошибок никто не застрахован, но все-таки на сегодняшний день мы учимся на собственных ошибках. Лично никто из нас здесь не является кадровым военным. И опыт приобретается вот именно такой тяжелой ценой. Мы научились воевать. Хотя эта земля не предназначена для того, чтобы на ней воевать. А защищать мы ее будем. Как бы, чего бы это нам не стоило. А что касается погибших, они еще не ушли от нас, они рядом с нами. Вот я прохожу здесь, вижу каждое место, где они все это делали своими руками, ячейки, блиндажи, все. Вспоминаю их, и молодых, и самых маленьких молодых, и моих ровесников, и старших. Это не забывается, это и не забудется никогда. Ну вот, будучи здесь последний раз в декабре, вот сейчас опять появившись на вашей благословенной земле, мы обратили внимание, что, ну так, простите, может быть, несколько резкое выражение, но порядок наводится вот в вашей стране, в вашей республике. И какие, ну, насколько можно это сказать вслух, какие шаги вы предпринимаете как руководитель республики, вместе, естественно, со всем своим аппаратом, к тому, чтобы, ну, не только закончить эту войну, но и, что называется, держать мир после этой войны. На это тоже понадобится сила. Ну, я, естественно, должен сказать, что, конечно, хотя сегодня мы находимся в исключительно тяжелом положении, я бы, например, обратил ваше внимание на то обстоятельство, что за 10 практически месяцев войны ни одного рубля наличных средств нам российский банк не выдал. И это только как невероятно, как мы в этой ситуации можем платить пенсии, кормить людей. Это чудовищно сложно, чудовищно сложно. Фактически мы почти что находимся в экономической блокаде. Я бы так сказал, что все это с огромным трудом нам
нам все это достается. Вот. Но, думаю, самое главное, самое сложное, наверное, будет после войны, потому что это много людей, которых погибло, люди раненые, солдаты, инвалиды войны, разрушенное хозяйство, уничтоженное, разграбленное хозяйство. Но я глубоко убежден, если бы дали возможность здесь народу Абхазии, всем без исключения, так сказать, национальностям, которые проживают на территории Абхазии, дали бы возможность самостоятельно решать свои вопросы без угрозы применения силы, без, так сказать, применения силы. Я думаю, мы могли бы здесь в Абхазии, если мы можем это даже в тяжелое время войны здесь поддерживать необходимый порядок, я думаю, тем более, что после войны мы могли бы это сделать, хотя это будет, конечно, исключительно сложно, и мы отдаем себе отчет в том, какие вот проблемы у нас потом возникнут, и даже в плане просто даже обеспечения населения. Но видите, мы сегодня тоже существуем. Вовремя провели вспашку земли, вовремя обрезали чай, обрезали виноград, сажаем табак, многое делаем другое. Обрабатываем даже участки тех ребят, которые находятся на фронте, тех инвалидов. Пытаемся все делать для того, чтобы как-то поддерживать вот жизнь людей. Хотя это, я еще раз подчеркну, чудовищно сложно. Чудовищно сложно. Хозяйка, мать. Какие слова можно сказать сейчас? Вот сейчас в эту что скажет мама? Война идет. Работа надо. У меня внук, все там стоит. Сынова стоит. Детей бросили, они там стоят. А мы сколько могу, работаю. Сидеть нельзя. Ну что скажет? Что на этом поле будет посеяно? Польза будет для народа, для семьи, для помощи надо. Даже табак сажаю я, даже табак сажаю, кукурузу сделаю, работаю для внук, для детей. Мы должны их кормить, бывать надо, смотреть надо, мы же не откажем никогда. Нельзя сидеть, надо работать, надо помощь, государству тоже надо помощь. А не хочется сказать своим сыновьям: ребята, вернитесь, у вас Нет, дети, мне вас жалко. Нет, это никогда не буду. Почему? Нет, зачем это? Пусть воюют, пока родина чувствует. Внуки 18 лет, внуки, его сын, все там стоит. Как могу сказать домой? Нет, пусть. А мы работаем. Надо сколько могу. Свою землю они должны защищать. Больше кто на не будет нашей земле. защищать? А мы туда не пошел же, правда? Они сюда приехали, чтобы чтобы души. Ну что делать, мама? А вот ваши сыновья тоже там, да? И оставили что-то в свои-то 18 лет? Ведь, наверное, ни семей, ни детей, никого еще нет. У меня и у него? Нет, да, у ваших детей. Ничего, никого нет. Холостые. Школу только закончили. Отправил сам или пришли, отец, пойдем? Сам, он сам. Самый вольный. Даже нам не сказал, когда он ушел. А когда вернется, выпарите за то, что не сказал? Нет. Ну, раз захотел, значит, его дело. Надо защищать Родину. Что делать? Уходить некуда. А куда пойти? Другой Родины нету. Если была бы, можно было пойти. Нам некуда уже деваться. Мы здесь родились, здесь умираем. Нам некуда идти. У нас была отличная дружба. Они не хотят абхазы, чтобы существовали. Они приехали из нас душить, и так и душить. Но кто дальше, пока неизвестно. Вот они жили, мама, кусок хлеба мы разделили, как их дети, как мои свои дети, так читала. А потом вот видишь, что они ушел там и стоит, и ружье держит. А что, мы не мешали, мы кусок хлеба разделили. Не против нас сейчас. Но все-таки вот тут вот, которые жили с вами грузины, с которыми вы этот хлеб кусок делили, но ведь не все там стреляют на той стороне, ведь есть стоит. Люди, которые просто вынуждены там были уйти. Стоит, оттуда, которые уехали, ребята, как свои детей читала, вот там стоит на границе. И тоже с оружием в руках? Да, там стоит. А скажите, но ежели все-таки вот кто-то из них вернется и, поклянется, что называется, своей честью и своей матерью, что он не стрелял, вы сможете с ним вместе жить? Нет, как это? Пусть мать скажет. Вот женщина, она всегда прощает быстрее. Ну что делать, как свою семью не буду убивать, правда? Они если совесть имеют, а мы совесть имеем. Мы никто не убьем, никто не мешаем. А вот видишь, мои дети, еще 18 лет, дети, внуки там стоят. Они вот убивают. А мы так не могу. Все-таки это останется. Да. А мы так не могу убить. Мирные жители, да, наверное, им на самом деле тяжелее всех в войне.
Но первое, о чем они думают, это о воинах, которые их же защищают. Но этого воина надо накормить, чтобы у него были силы держать этот автомат в руках. Я должен вам сказать, сегодня разгар полевых работ. Сегодня, правда, значит, там идет война. Но есть и пожилые люди, есть женщины, есть наши матери, которые, значит, физически себе могут сегодня позволить что-то сделать ради наших ребят, ради наших воинов. Вот я приезжал, вот предгорная зона, там, где, значит, более или менее спокойно, там, где, значит, снаряды не достигают своей высоты. Вот там, в этих условиях, значит, используя, значит, тягловую силу, значит, идет пассивная кампания. Как бы нам всем не было тяжело сегодня в условиях оккупации, я почему-то, значит, такая уверенность, мы выживем, выстоим. Значит, трудно будет нам еще 2 месяца. Июль, август. А в конце августа уже пойдет новый урожай. Я думаю, что, значит, 2 месяца. Вообще, значит, наша история знает, что, значит, человек может и 30 дней, 40 дней без еды выдержать. Тем более у нас уже плоды созревают. Я думаю, что как-нибудь выдержим. Если не думают, что, значит, вот именно натиск, значит, вот так голодом, холодом как-то, значит, нас поставит в такое жесткое условие. Я не думаю, что это не решение вопроса. Я думаю, что мы выдержим. 10-й месяц идет война, и ваш район был оккупирован одним из первых. То есть, наверное, с самых первых, вот с тех августовских дней к вам уже вошли с оружием. Скажите, за эти 9 с лишним месяцев хотя бы один день в вашем районе был, когда не стреляли? Я не помню. Я должен вам сказать, значит, я родился в селе Кутол. Есть такое село, значит, в Ачимчирском районе. Абхазское село. Ребята как-то, значит, подсчитывали. В это село вот за последние, значит, 5-6 месяцев 114 бомб разного, значит, калибра, или как можно сказать, значит, ножа, значит, упало туда. И сказали, 1700 снарядов упало в это село. А там линия фронта недалеко, между прочим. Сколько там, значит, пулевых выстрелов, не знаю. Ну, а люди-то уже привыкли. Знаете, значит, вот в таких условиях люди работают. Вот за эти 9 месяцев войны, уже скоро 10 будет, у вас в деревне были свадьбы? Не такой свадьбы, как раньше. Но все-таки были? Есть и были. И думаем, еще будет. Но не такой веселый, как раньше. Раньше свадьбы у нас 2000-3000 человек собирались. А сейчас 100 человек, 50 человек. Даже нельзя называть, что это свадьба. Компания можно назвать. Скажите, пожалуйста, мы вот были не так давно в одном доме, и хозяин его сказал, что в их деревне можно услышать сейчас только одну песню. Это «Плач матери». А в вашей деревне есть другая музыка? Музыка не слышу пока, кроме плакания. У нас с нашего села, значит, человек с лишним 100 с лишним воюет. И вы спрашиваете, для кого вы сажаете табак? 13 человек погибло уже с нашего села. Ребята, самые лучшие ребята. Перемирие – это как мираж. Видишь, а не потрогать, не дойти, не напиться. Оно рождает надежду и передышку, но и ожидание. Когда же грохнет? Пока мы готовили эту передачу, грохнуло. Опять в Абхазии льется кровь. Опять погибают сыновья и дочери своей земли. И опять, и опять, и опять. Господи, приблизь ты долгожданный день, название которому мир.